Алтайский район и Аскизский район в пределах 48% удовлетворенность, в общем-то, почти половина удовлетворены. Далее, отношение педагогов к своему ребенку. В общем-то, удовлетворены практически все, свыше 52%. Вот отношением органов управления образованием к проблемам семьи недовольство выражено следующим образом. Абакан 20% выразили удовлетворенность, Аскизский 23%, Бийский 22%, Таштыбский 32% и Алтайский 27,5%. Значит, еще мы обратили внимание, что работой психолога, социального педагога, помогающих в решении проблем с воспитанием детей, удовлетворены в Абакане 42%, в Аскизском районе 25%, в Бийском 30%, в Таштыбском, Алтайском 40%, в Таштыбском 21%. То есть в Таштыбском районе, ну, в общем-то, видите, цифры самые низкие. А в целом, ну, там были у нас еще провокационные вопросы. А может ли ваш ребенок сказать сегодня, что он гордится своей родиной? Родители отвечали за детей. В итоге в пределах 70 и 100% по Хакасии положительный ответ. То есть мы можем быть уверены, что и педагоги, и, скажем, семья в этом направлении проводят много, видимо, уделяют достаточно внимания. Но, к сожалению, в Туве, в одном населенном пункте, помню, насколько важно было это отметить, где-то всего 60% респондентов, если не ошибаюсь, это был город Урал, сказали, что они, в общем-то, довольны, отвечают за своего ребенка, что он, ну, останется жить, работать на своей малой родине. Ну, понятно, что как только социальное неблагополучие обозначается в регионе, либо в городе, родители уже подумывают о том, чтобы для образования детей, конечно, нужно дать шанс ребенку либо переехать, либо каким-то образом решать вот эти проблемы. В целом хочу сказать, что из выдвинутых положений гипотезы нашли подтверждение, частичное подтверждение, нашли как раз наши предположения о тенденциях развития хакасского языка и этнокультурных традиций современной хакасской семьи. Нужно сказать, что мы не исчерпали все проблемы. Если в комплексе рассматривать в новых условиях, да, как необходимо развивать сегодня родной язык, какие должны быть, может быть, целевые программы по сохранению родного языка и культур народов Саин-Алтая, здесь проблем достаточно. Ну, если сравнить с Алтаем, сегодня цифры тоже приводили, хочу сказать, что буквально неделю назад я была на конференции, где тоже эти проблемы озвучились по этнопедагогическим малые волковские чтения, где работала секция родных языков, и я принимала участие, слушала. Хочу сказать, что на Алтае у них как-то больше приветствуется общение сначала на родном языке, несмотря на то, что это тоже в количественном отношении у них получается так же, как у хакасов соотношение 12%, остальное, да, русскоязычные 78% и другие народности. У них, я почему-то раньше думала, что алтайцев гораздо больше, у них оказалось такое же соотношение. 12%, 11 с чем-то там коренное население, но у них общение на даже уровне муниципалитетов везде идет на родном языке. В первую очередь. И я думаю, что здесь у нас проблемы тоже есть. И дело производства идет на родном языке, да? Нет, дело производства нет. На русском, да? На русском идет, как везде в субъектах Российской Федерации. А в Туве, да, дело производства идет там на родном языке и на... Ну, у Тувы особая история. Да, там. Особая история, если учесть, что они в 1944 году только присоединились, да, вошли в состав СССР, и плюс к тому же у них к тому времени уже были свои грамотные люди в буддистских, скажем, хуре, и, соответственно, ламаисты
преимущественно, да, то есть религиозный фактор имеет очень большое значение. А на сегодняшний день и шаманизм, и буддизм у них сочетается. Точно так же Горный Алтай. У них тоже буддизм в сочетании с шаманизмом. Вот, да, синкретизм вот этих религий дает очень интересное такое культурное явление. Ну, у бурятов тоже так же шаманизм. Ну, у них преимущественно буддизм. Шаманизм у них меньше, на мой взгляд, представлен. А что касается хакасов, хакасы, не успев, так сказать, приобрести православие как духовную основу, да, и не отказавшись от шаманизма, оказались в исторических ножницах, и в итоге такая ситуация историческая. Почему венгерянство? Стали двуверными. А двоеверцы, да. Двоеверцы, да. Правильно, спасибо. Да, спасибо. Спасибо. Можно я немножечко пожалуйста, Альбина Васильевна Жекова. я немножко скажу. Клавдия Ивановна, я не успела спросить, это у вас какой-то грант, да, проект был? Ну, грант между курсом. Я прямо вот